Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня у нас в студии председатель Совета по правам человека при президенте России, доктор юридических наук, профессор Михаил Федотов. Он сегодня ответит на вопросы в основном слушателей Радио Свобода. А начнем мы наш разговор с похищение людей в Чечне, о чем спросил нас Николай через Facebook. Действительно, несколько оппозиционеров были выкрадены 1 апреля из своих домов. Потом появилось сообщение главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что двое, Резван Ибрагимов и Абубакар Дениев, извинились перед научным сообществом и духовенством Чечни. Этих вернули домой, кое-кого еще не вернули. Добрый вечер, Михаил Александрович. Ну и вопрос такой. Вот ведь сообщения такого рода о нарушении прав жителей Чечни поступают регулярно. Там что, законы Российской Федерации не действуют? Нет, я думаю, что законы Российской Федерации действуют на всей территории Российской Федерации. Иного быть не должно во всяком случае. А когда законы не действуют, тогда вступают в действие наши правоохранительные органы. Во всяком случае, должны вступать в действие. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с нарушениями прав человека, мы обращаемся к правоохранительным органам в первую очередь, для того, чтобы они сделали то, чего не можем сделать мы. Ну и как результаты мы же только таких консультативный орган. Я понимаю. А результаты разные. В некоторых случаях к нашим рекомендациям прислушиваются и даже специальные принимают постановления о выполнении рекомендаций, создают рабочие группы. Ну вот, не далее, как несколько дней назад мы вернулись из Свердловской области, где проводили выездное заседание, а до этого проводили неделю общественного контроля, посетили огромное количество разных организаций. Потом по результату было возбуждено, как минимум, пока что, во всяком случае, одно уголовное дело. Сейчас я получил информацию о том, что глава региона принял решение создать специальную рабочую группу по работе с нашими рекомендациями. А вот по Чечне все-таки как бы сделать так, чтобы люди вернулись домой? Вот кто-то вернулся после отсидки в РОВД и теперь пишет, что их там как-то никаких насильственных мер к нам не применяли. А вот человек, например, по фамилии Беталгериев, неизвестно где. Вот как бы его вернуть? Не получится, если вы вмешаетесь? Ну, я могу вам сказать, что от того, что мы вмешаемся, безусловно, все изменится. И те люди, которые должны этим заниматься, они начнут этим заниматься, а без нас они бы заниматься этим не стали. Вы так себе это представляете? Я бы очень хотел, чтобы так было. А я бы хотел, чтобы эти люди занимались тем, что им полагается делать с самого начала, не дожидаясь, пока мы будем их об этом просить. Так должно быть на самом-то деле. Вот. Но могу сказать, что вот к нам обращались правозащитники из Чечни по поводу нескольких человек, которые были, по их данным, похищены. Мы обратились в Следственный комитет Российской Федерации, и я буквально вчера получил ответ из Следственного комитета, где дана информация по каждой фамилии. Что там на самом деле есть, чего там нет, где правильно, где неправильно, где правда, где вымысел. Здесь по каждой фамилии нужно разбираться конкретно. И мы стараемся именно так и действовать, потому что все такие общие выводы, что в Чечне не действуют российские законы. Ну, я думаю, что они в отношении кого-то действуют, в отношении кого-то не действуют, в отношении каких-то конкретных случаев они нарушаются. И вот когда они нарушаются, тут надо, естественно, с этим разбираться. Вот этим должны заниматься в первую очередь правоохранительные органы, а за нами общественный контроль. Считаете ли вы, что у вашего совета есть будущее после безнаказанного нападения в Чечне на члена вашего совета Игоря Каляпина? Ну, если прочитать заявление, которое сделал Совет после нападения на Игоря Александровича Каляпина, то там очень ясно сказано, что мы ждем от тех людей, которые напали на нашего коллегу, на нашего друга, на нашего единомышленника Игоря Александровича Каляпина, мы ждем от них извинений, публичных извинений. Не дождались?
Пока нет. Хорошо, а действия правоохранительных структур вы дождались? Действия правоохранительных структур мы дождались, потому что когда на Игоря Александровича напали, буквально через несколько минут он отзвонил мне, а я, в свою очередь, бросив все остальные дела, бросился к телефонам, чтобы связаться с руководством МВД, с руководством администрации президента и так далее, и с нашими коллегами в Грозном. И мы следим за этой всей историей, и до тех пор, пока мы не получим извинений от тех людей, которые напали на нашего коллегу, друга и единомышленника Игоря Александровича Каляпина, мы не сможем считать, что конфликт исчерпан. Ну, а кроме того, конечно, правоохранительные органы должны действовать в соответствии с законом, то есть возбудить уголовное дело, потому что эти люди совершили уголовное преступление, они должны быть наказаны. Ну и как, возбуждено уголовное дело? Сроки-то проходят законные? Не знаете? Нет, я сейчас не знаю деталей, но у нас этим занимаются члены Совета, в частности, Максим Леонардович Шевченко. Он непосредственно следит за ходом этой истории. Просят высказаться по делу Надежды Савченко. Вот Егор пишет: что вы сделали для защиты прав Нади Савченко, Олега Сенцова и других украинцев, которых Россия незаконно захватывает, пытает и судит? Ну, что касается Надежды Савченко, могу сказать, что мы неоднократно с Елизаветой Петровной Глинкой, то есть доктором Лизой, были у Надежды Савченко в связи с тем, что она держала голодовку, и именно благодаря помощи Лизы Глинки удалось предотвратить катастрофические последствия для здоровья Надежды Савченко. Она снова объявила голодовку с сегодняшнего дня. Я знаю. И надеюсь, что это не повлияет на решение вопроса о ее обмене. Вы надеетесь на обмен? Я не просто надеюсь на обмен. Совет неоднократно высказывался за то, чтобы в духе Минских договоренностей все вернулись по своим домам. И Надежда Савченко, и наши Ерофеев и Александров, все по домам. Эту формулу, и Сенцов, все по домам. Вот эта формула, она, мне кажется, очень соответствует, может быть, не столько букве, сколько духу Минских соглашений. Здесь, если мы будем упираться в букву, ничего хорошего не получится. Нам нужно сказать: мы хотим, чтобы Минские соглашения были выполнены. И тогда они будут выполнены. Есть опасения, что жизни Савченко может угрожать эта голодовка. Да, и безусловно. Хотелось бы этот вопрос решить побыстрее. Что-то все затягивается. Безусловно. Но, как вы понимаете, наш Совет не может решить этот вопрос. Мы можем только апеллировать к руководству страны, что мы и делаем. А когда последний раз вы апеллировали, не собираетесь ли вы это сделать еще раз? Да мы к этому вопросу возвращаемся практически каждый день. Практически каждый день. Вот один ваш коллега, не буду называть фамилию, сказал: что касается условий содержания заключенных пенитенциарной системы нашей страны, там есть определенные правила, у меня нет сомнений, что они соблюдаются в отношении всех заключенных, включая госпожу Савченко. Но у меня вот насчет этого обобщения есть некоторые сомнения, а у вас как? Что соблюдаются в отношении всех заключенных? Нет, в отношении всех заключенных боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Потому что я был неоднократно в следственном изоляторе «Матросская тишина», где находилась Надежда Савченко вместе с Лизой Глинкой. И мы видели, что она находится в привилегированных условиях. А вы не собираетесь ее еще раз посетить, кстати? Мы хотели это сделать, но у нас, к сожалению, не получилось. Но за нас это сделали и неоднократно сделали члены общественной наблюдательной комиссии Ростовской области. Они неоднократно были у нее и регулярно информируют Совет о состоянии ее здоровья. Состояние здоровья не вызывает большого восторга, я бы сказал честно. Скорее вызывает опасения. Потому что она уже давно
держат голодовку. Да, у нас есть сведения, что она принимала воду, она пила, в том числе она пила разную воду, потому что у нее были проблемы, у нее была рвота. Не буду вдаваться в детали. Ну, то есть продолжение голодовки опасно? Продолжение голодовки очень опасно. Очень опасно. Но есть же предложение со стороны Украины, конкретное совершенно, об этих двух людях, которых там считают российскими военнослужащими, а Россия считает их только российскими гражданами. Может быть, надо идти на это предложение? Что же мешает-то? Ну, так вот, мы предлагаем идти на этот обмен по принципу всех на всех, как и записано в Минских соглашениях. Все по домам. Хорошо. Потому что надо заканчивать всю эту историю. Ну, войну, конечно, надо заканчивать, и агрессию надо заканчивать, правда? Конечно, заканчивать надо. Мы к этому призывали еще, извините меня, в марте 2014 года. Вот Игорь говорит, что вообще есть недобросовестность и ангажированность судопроизводства по разным резонансным делам, в том числе Савченко-Сенцова, ну и по политическим разным тоже делам, по болотному делу и так далее. Вы обращаете на это внимание? Как юрист, например? Обращаем, безусловно. Но мы прекрасно отдаем себе отчет, что в этих делах, так сказать, юридическая часть, она не столь важна. Потому что, давайте вспомним историю, я не помню фамилию этого человека, который был задержан в Эстонии за шпионаж в пользу России. А через некоторое время был задержан эстонский офицер безопасности и осужден в России на точно такой же срок. Ну, есть версия, что его выкрали, но как и Савченко. Ну, да. Хорошо, ну, вот, оставим это, что он был осужден. Ну, поменяли, кажется. Конечно. Это вопросы, которые напрямую не связаны с правами человека. Это игры спецслужб, это игры геополитические. Подождите, а в России что, нет политзаключенных? Есть политзаключенные в России, как вы считаете? Это вопрос к правозащитному центру «Мемориал». Он ведет список политзаключенных, Совет такой список не ведет. То есть, а вы лично считаете, что в России есть политзаключенные, или вы считаете, что их нет? А есть люди, осужденные, там, как в советское время говорили, они там за хулиганство, там еще за что-то. У нас нет политзаключенных, у нас есть уголовники. Какова позиция? Нет, вот моя личная позиция не сводится к тому, что у нас нет политзаключенных. Я хочу понять, что такое политические заключенные. Ну, пожалуйста, есть господин Стамахин, например, который сидит за всякие жесткие тексты, и для тех, кто считает 282-ю статью, мягко говоря, неконституционной, он политзаключенный. Его там в штрафные всякие изоляторы сажают постоянно, фактически пытают. Ну, правозащитники, кажется, на это дело не обращают внимания. Или, например, есть Сергей Удальцов, которому только что отказали в условно-досрочном освобождении, поскольку на него навешали кучу всяких взысканий интересных. Вот эти люди, они сидят за политику? Они сидят за политику, конечно, потому что они участвуют в политике. И политика – вещь жесткая. И здесь никаких сомнений в том, что тот же самый Сергей Удальцов, тот же самый господин Квачков, что все это люди, которые совершили уголовные преступления в политической сфере, безусловно. Это совершенно очевидно. А вы не видите сфальсифицированных дел, например, по процессу Болотной площади, когда людей обвиняли, мягко говоря, не очень убедительно? Вот. Знаете, что он там поцарапал какой-нибудь предмет у полицейского. Да. Совет давно уже говорил о том, что нужно эту историю заканчивать. Вообще всю эту историю по болотному делу, иначе можно прийти к тому, что мы еще лет 10 будем искать на видеокадрах, а вот этот человек, который попал в видеозапись, это случайно вот не тот,
А может быть, это тот? А давайте мы попробуем доказать, что это тот самый. Михаил Александрович, вы были в 2013 году здесь и обещали широкую амнистию, в том числе, что под нее попадут и оппозиционеры. Но их всех по эти статьи, которые попадали, практически всех вывели из-под амнистии. Многие сидят, многие отсидели по полной. Значит, это сознательная позиция власти? Это не так. Как не так? Вот Удальцов, пожалуйста, вот Кривов. Секундочку, это не так. Вот Баронова, да, вышла. Часть попала под амнистию сразу, часть попала под следующую амнистию. А часть сидит. А часть не попала, да. Это, понимаете, ведь амнистия делается не под конкретные фигуры. Но мы видели, как список статей был сокращен, по которым амнистия возможна. Да, конечно, конечно. Но проблема-то заключается в том, что амнистия – это всегда амнистия в отношении лиц, попадающих под определенные статьи Уголовного кодекса. И когда мы видели, что под амнистию попадают часть болотников, попадают те, кто члены экипажа и экологи с ледокола Arctic Sunrise, это нас радовало. А когда мы видели, что под эту амнистию попадает еще бывший начальник Копейской колонии Механов, нас это не радовало. Но мы ради Механова эту статью все-таки оставили, потому что вместе с Механовым под эту статью попали и другие люди, которые вполне заслуживали, по нашему мнению, амнистии. Ну, амнистия – это некоторый факт примирения. Амнистия... Широким его власть не захотела сделать. Нет. Секундочку. Насчет широты амнистии, ну уж простите. Вот та амнистия, о которой вы говорили, она действительно была не очень широкой. Но зато следующая амнистия, под нее попало больше 200 тысяч. Но политически не попали. Опять-таки, что такое политические? Понимаете, когда человек... Список, вы же сами сказали, есть список мемориала, давайте его посмотрим. Вот они и есть политические. Но это их список. Знаете, меня вот очень волнует история тех людей, которых обвиняют в уголовных преступлениях, а на самом деле их преследуют именно по политическим мотивам. Вот история господина Миронова, если помните такого, которого обвиняли в убийстве. На самом деле его преследовали за то, что он занимался политической деятельностью. Мне важно, чтобы закон применялся так, как он есть написан. Группа людей, которых сейчас обвиняют там, в экстремизме за то, что они придумали провести какой-то референдум, да? Знаете, наверное, эту историю, да, там знаю. Журналисты из РБК и так далее, мой тезка, да, вот. А есть версия, что он туда попал за то, что написал несколько работ о коррупции, в том числе там по космодрому Восточный. Ну вот с этой версией я не могу согласиться, потому что я знаю на самом деле, что стоит за этим делом. А что за ним стоит? За этим делом стоит история знаменитой газеты «Дуэль». Действительно, газета, ну, я бы сказал так, не вызывающая у меня, во всяком случае, не вызывающая никаких добрых чувств. Ну, газета тут ни при чем. Тут разговор-то идет о том, что люди стали создавать группы за референдум. Она именно при чем? Об оценке власти, ее деятельности. Еще раз, обратите внимание на вот эту вот самую газету «Дуэль» и на ее главного редактора, который является... Мухина, да, знаем, Мухина, конечно. Да, который является здесь главным действующим лицом, а вовсе не ваш однофамилец Соколов. Это люди, которые стремятся на самом деле к свержению государственной власти. Это понятно. Но понятно также и то, что они при этом сделали фактически, это должен оценить суд. Есть там уголовное преступление или нет. Насчет басманного символический суда, басманный, знаете, да? Знаете, выражение. Вот мне кажется не совсем разумным и правильным вот такое навешивание ярлыков. Ну что, есть термин «басманное правосудие». Есть такой термин, есть. А теперь представьте себе, сколько судей работает в басманном суде. Я не знаю точно, но я думаю, человек 20 судей.
И тот термин, который появился, он появился благодаря там, одному или двум судьям. А все остальные. Вот представьте себе судью, который в этом суде рассматривает бракоразводные дела. И он приходит в какую-то незнакомую компанию на чей-то день рождения. И его спрашивают: а вы где работаете? Он говорит: я работаю судьей в Басманном суде. Он говорит: басманное правосудие? Ну, за Есть что? такое Ему-то дело. за что? Знаете, что делать, если корпорация себя дискредитирует и не изгоняет тех, если вы говорите, что это речь идет о двух людях там каких-то, не изгоняет тех, кто весьма вольно обращается к законам. Но ведь у нас действительно происходят фантастические вещи. Вот борьба с так называемым экстремизмом, да, сажают, штрафуют, да, за публикацию исторических фото времен войны со свастикой, за публикацию карикатур кукрыниксов недавно штраф. И брошенных знамен со свастиками к мавзолею. Это что такое? Это что за дикий закон и дикое его исполнение? Я думаю, что это просто глупости. Слушайте, но глупость, глупость, принятая Думой и исполняемая буквально судами, прокурорами. Да, к сожалению, у нас нередко бывают случаи, когда закон, во-первых, плохо написан, а даже когда он хорошо написан, плохо исполняется. К сожалению, это факт. Почему-то плохие законы очень хорошо исполняются. Вот, пожалуйста, закон, новый, статья 212, часть 1, по которой осудили Эльдара Дадина. Знаете, наверное, Знаю. Да? За повторные там нарушения при проведении митингов тех сажают. То есть двойное наказание. Сначала административное, потом уголовное. Да. Разве это нормально? Ну вот наш совет считает, что это ненормально. Мы считаем, что это противоречит Конституции, где написано: дважды за то же нельзя наказывать. А ваши действия? Сейчас этот вопрос будет рассматривать Конституционный суд, и в Конституционный суд мы направим свое мнение по данному вопросу. Конституционный суд к нашему мнению иногда прислушивается. Скажите, а приговор Дадину, вы считаете, что это, в общем, антизаконное действие? Мы считаем, мнение юриста. Мы в Совете обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что мы считаем, что эта норма закона, она противоречит Конституции. Потому что мы неоднократно подчеркивали, что должна быть какая-то одна логика, а не две. В этой логике, когда за повторное совершение административного правонарушения наступает не административная ответственность, а уголовная ответственность, это возможный, конечно, подход, но тогда он должен быть применен ко всему Кодексу об административных правонарушениях. Там есть, например, норма об административной ответственности за переход улицы в неположенном месте. Вот на красный свет вы перешли улицу. Или не по зебре, а там, где понятно, вам понравилось. А если 3 раза, то сажать. А 3 раза, то сажать. Тогда это я понимаю. Но это логика. Боюсь, что вы подсказываете решение нынешним правоохранителям. Они могут пойти именно по этому замечательному, в кавычках, пути. Но вы знаете, там есть еще и такая статья, которая называется «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». По этой статье прокуратура привлекает к ответственности наших чиновников, не помню точно цифры, но десятками тысяч в год. Вы представляете, если мы эту логику распространим на эту норму Кодекса административных правонарушений? Многие обрадуются. Хорошо, я вынужден... Сколько чиновников у нас отправится за решетку? Я вынужден в быстром темпе задавать вопросы, потому что их много. Каковы перспективы смягчения закона об НКО иностранных агентов? Вот там была формула про политику, да, что ее нужно четко прописать. Это ваша была позиция, правильно? Да, совершенно правильно. И что? Мы считаем, что нужно написать этот закон так, как он был сформулирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что он нужен, этот закон нужен для того, чтобы иностранные государства, обратим внимание на слово «государства», не использовали российские некоммерческие организации для вмешательства, обратим внимание на слово «вмешательство», в наши внутриполитические дела. То есть для вмешательства во внутреннюю политику. Так. Для вмешательства во внутренние дела российского государства. Спрашивается, какое отношение к этому имеет деятельность правозащитной организации «Комитет против пыток»? Он что, вмешивается в наши внутренние дела? Из-за этого. Да, конечно. Под этим названием.
И одна из претензий, которая была предъявлена к этой организации, то, что Игорь Александрович Каляпин, глава комитета против пыток, является членом общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области и членом президентского совета по правам человека. То есть занимается политикой. То есть занимается политикой. Но он не занимается политикой. Он против пыток борется. Да. Ну вот, понимаете, закон написан плохо, закон извращает позицию президента, и поэтому я считаю очень важным, чтобы привести его в соответствие с позицией главы государства. А у Минюста другая позиция? У Минюста другая позиция. Минюст сделал такую мелкозернистую сеть, в которую может попасть даже не карась, а просто уклейка. Ну, в Думе это поддержано? Позиция Минюста, Пока правильно? нет. Нет, то есть Пока не внесено? Нет. Пока нет. Нет, проект внесен, но пока и нет и первого чтения. И мы предложили, чтобы Общественная палата провела нулевое чтение этого законопроекта. Мы говорили об этом и в администрации президента. И? Ну, наши рекомендации, а там 22, по-моему, или 23 страницы очень ясного юридического текста. Отлично. А вы не хотите обсудить новый законопроект? Совета. Национальная гвардия имеет право применять огнестрельное оружие без предупреждения, блокировать территории, применять физическую силу, в том числе боевые приемы и спецсредства для разгона демонстраций. Вот закон о карательных войсках не хотите обсудить? Пока мы еще его не видели. Ну, инициативу-то можно проявить? Уже есть, он внесен в Думу, вот теперь будет гвардия внутренняя, да? Ну, обсуждать будете? Конечно, будем. Конечно, будем, как мы обсуждали закон о применении спецсредств в полиции, как мы обсуждали, и, кстати говоря, очень многого добились по закону о применении спецсредств в местах лишения свободы. А чего добились, если коротко? Изменилось, очень многие статьи изменились. А вот Николай Левшиц пишет, почему продолжается перелимит в СИЗО и унижение в системе ФСИН? Очень хотелось бы понять, почему наши следственные органы так, с таким упорством настаивают на применении ареста, то есть заключения под стражу, в тех случаях, когда в этом нет ни малейшей необходимости. А у них есть какая-то статистика, доказывающая, что люди бегут из-под залога или из-под домашнего ареста? Нет, есть другая статистика, которая говорит о том, что очень многие люди, которые обвиняемые, которые до суда находились в СИЗО, после суда получили либо штраф, либо условную меру наказания. Спрашивается, а зачем же тогда они сидели в СИЗО? То есть люди, которым не надо сидеть в СИЗО, находятся в СИЗО, в результате возникает перелимит в СИЗО. Причем перелимит страшный и жуткий. Ну, есть еще и унижение. Я все-таки обратил бы внимание, и вот на историю со Стамахиным у нас есть публикация сегодня, там совершенно безобразное отношение к этому человеку. Он не вылезает просто из штрафных всяких удобств, в кавычках, да? И, кстати говоря, еще обращают внимание ваше на то, что власти на местах ограничивают права общественных комиссий. Значит, власти на местах не могут ограничивать. Ну, имеется в виду, видимо, там кто? Вы тюремные власти. Да, тюремные власти. То есть администрация там СИЗО, колонии, региональное управление ФСИН. Это вполне возможная вещь. Такие сигналы мы получаем из разных регионов. И каждый раз, когда мы получаем такие сигналы, мы туда выезжаем. Члены Совета туда выезжают, разбираются на месте, как разбирались с Копейской колонией, как совсем недавно разбирались с второй колонией в Свердловской области, посещали и лечебные исправительные учреждения. В одном из них просто пришли к выводу, что это какая-то фабрика смерти, потому что там за год умирает больше 80 человек. При этом потрясает другое, что из этих 80 человек можно было бы, наверное, многих просто освободить от исполнения наказания, сделать так, чтобы они не в тюрьме умирали, а все-таки дома, среди родных. Но, к сожалению, получается таким образом, вот по статистике, если я правильно помню цифры, за год колония представила к освобождению по болезни больше 40 осужденных. Суд освободил только 7.
Ну, понимаете, вот логику суда понять я не могу. А не пора ли очередную амнистию все-таки попросить, объявить и так далее? Ну, как сказал президент, с амнистией чистить не надо. Вот недавно была амнистия, сравнительно недавно, которая была инициирована Советом. Я бы сказал, что Совет уже инициировал 2 амнистии. Инициировал, подготовил, отстаивал. Не все отстоял, но мы все-таки сделали все, что было в наших силах, для того, чтобы это получились хорошие амнистии. Михаил Васильевич, еще один вопрос о дискриминации. Вот Секундочку, можно я все-таки важный. тему с амнистией завершу? Хорошо. Мне кажется, что нам очень важно было бы ввести в практику административную амнистию. Административную, не уголовную амнистию, которая у нас все-таки практикуется. И, слава богу, вот последняя амнистия была действительно достаточно широкой. Но ввести административную амнистию в отношении штрафов, в отношении лишения, например, водительских прав, если это не связано с вождением машины в пьяном виде, например. И вот такая административная амнистия, она могла бы коснуться миллионов людей, миллионов законопослушных граждан. Хорошо, давайте еще о законопослушных гражданах один вопрос. Вот Илья мне пишет, почему нас, россиян, получивших образование и опыт работы на Западе, но вернувшихся жить в Россию, чтобы принести пользу Родине, не допускают ни к государственной службе, ни к политической жизни, поскольку мы получили либо второе гражданство, либо имеем вид на жительство там. Сколько можно поражать нас в правах? Ваша позиция? Да нет, здесь никакого поражения в правах нет. Как же просто... нет? Баллотироваться нельзя, на госслужбу нельзя. Сейчас, секундочку, можно я завершу? Да. Значит, есть для занятия определенных должностей есть определенные критерии, определенные правила. Например, для работы в прокуратуре, для назначения на должность судьи и так далее. И эти правила, они предусматривают определенные требования. Я знаю, что этого человека, жену попросили уйти из государственной службы, поскольку у него есть второе гражданство. Но у нее-то нет. А у нее нет, но ее попросили пинком под зад из госучреждения. Безобразие. Что я могу сказать? Безобразие. И если она обратится к нам в совет, мы постараемся ей помочь. Так вы считаете, потому что это, на мой взгляд, грубейшее нарушение закона. Эту практику вы считаете нормальной? Я имею в виду поражать в правах тех, кто за границей там живет. Может, он будет баллотироваться в депутаты, например, я даже мягкий вариант предлагаю, баллотироваться в депутаты, выиграет выборы, а потом откажется от вида на жительство, к примеру, а его превентивно, значит, лишают такого права. Мне ограничения вообще такие, ни другие, они мне не симпатичны. Более того, я считаю, что нам и наше избирательное законодательство надо переделывать в той части, во многих частях надо его переделывать, избирательное законодательство, но в том числе в вопросах о том, какие вещи недопустимы для кандидата и какие должны следовать последствия в случае, если там кандидат что-то не указал. Ну, например, не указал, что он был судим. Что нужно сделать? Снимать его? Зачем? Зачем? Просто дайте информацию избирателям о том, что он был судим. И скрыл это. И скрыл это, да. Дайте эту информацию. Она важна для избирателя. А так вы просто лишаете избирателей возможности сделать свой выбор, в том числе и из этого кандидата. Хорошо. Я хотел бы дать в эфир небольшой опрос, который мы провели на улицах Москвы. Что россияне думают о правах человека и о их соблюдении? Вы знаете ваши конституционные права хоть какие-то? Знаю, много прав знаю. Какие, например? Какие права граждан, как нужно относиться к гражданам с уважением. Какие-то провокационные вопросы. Почему конституционные права – это сразу провокационный вопрос? Ребят. Какие ваши конституционные права нарушаются в России? Да много вообще нарушается. По крайней мере, та самая 31-я статья, по поводу которой Лимонов у нас постоянно выходит. По поводу свободы слова у нас ее нету, я считаю. Тут 50 на 50. То есть виноваты и мы, что мы не требуем этого более ярко. И
С другой стороны, конечно, виновато начальство, которое плюет на нас. Прям что-то одно выделить сложно, на самом деле. В России практически, я бы сказала, ничего не соблюдается. Все, что направлено на благо человека. Потому что правительство думает именно в своих политических целях всегда. О нас, о людях, к сожалению, в последнюю очередь все. Возможно, на свободу вероисповедания. Ну, это, я думаю, в первую очередь бывает часто, когда на работу устраиваешься, когда они официально оформляют. То есть не оплачивают больничные отпуска. У меня существует целый ряд прав, которые, на мой взгляд, нарушаются. Свобода слова, например, как известно, часть митингов разгоняется и так далее. Свобода вероизъявления, насколько мне известно, порой тоже существует ущемление, по крайней мере, я об этом много читал. Михаил Александрович, что бы вы на первое место поставили в нарушении конституционных прав граждан России? А что ж вы смеетесь-то? Что люди не знают своих прав? Нет, или что люди во-первых, как-то люди стесняются? Люди не знают своих прав, потому что, вы видите, они все отвечали, когда вы спрашиваете их про конституционные права, они отвечают только про гражданские свободы, а не про конституционные права. Нет, про трудовые тоже было. Так вот, дело заключается в том, что мы уже 2 года проводим социологические опросы как раз на эту тему. И вот я специально открыл данные за прошлый год, это март прошлого года. Скоро мы должны получить свежие данные, и с удовольствием с ними вас познакомлю. Так вот, на первом месте по числу нарушений прав человека у нас оказывается право на труд. 39% сталкивались с нарушениями права на труд за последние 5 лет. С правом на отдых сталкивались с нарушениями 37%. Право на здоровую окружающую среду 34%, ну, почти 35%. Право на равноправие граждан 32%. Это дискриминация по признаку пола, это дискриминация по возрасту и так далее. По национальному признаку тоже здесь все сюда попадает. А на следующем месте идет право на охрану жизни и здоровья. А, кстати говоря, право на честные выборы, с этим сталкивались, с нарушением этого права сталкивались 26%. Тоже немало, между прочим. Немало. Поэтому говорить о том, что для на первом, наших что граждан, на втором, да, что трудно, на первом, да? что Они на втором, близко. это все очень рядом. Это все очень рядом. Вот посмотрите, значит, право на честные и свободные выборы 26%, право на свободу выражения мнения 26%. Право на жилище тоже 26%. Хорошо, а вот ваш коллега, коллега в смысле такой известный человек, Алексей Пушков говорит, страны БРИКС, в том числе и Россия, не должны продвигать нормы по соблюдению прав человека, о которых так заботятся на Западе. Главной ценностью должна быть борьба с оранжевыми революциями. Это же распространенная позиция во власти. Не знаю. Я с этой позицией не сталкивался, хотя господин Пушков был членом нашего совета в течение ряда лет. Но сбежал. Бороться с оранжевой революцией. Он, поскольку депутат Государственной Думы, то ему по положению о Совете не полагается быть членом Совета. Мы, Хорошо. Кстати говоря, долго добивались нормы о том, чтобы как-то ввести принцип несовместимости мандатов, и, наконец, президент такой указ подписал. Так, И теперь членом Совета не может быть ни депутат Госдумы, ни член Совета Федерации, ни член Общественной палаты. Конкретные вопросы. Считает ли господин Федотов нормальным закрытие центров обучения детей-иммигрантов? Россия ведь не отозвала свою подпись под Конвенцией о правах ребенка. Нет, я считаю ненормальным. Более того, я неоднократно обращался к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину по этому вопросу. И что же? Лично с ним встречался, лично ему из рук в руки передал бумагу, подписанную Светланой Алексеевной Ганушкиной, которая, собственно говоря, и создавала этот центр по адаптации детей-мигрантов. К сожалению, на этом помещении повесили замок, а ответа у меня до сих пор нет. Вот вам Сергей Семенович Собянин ответил с помощью замка. Не можете ли вы что-то предпринять, чтобы остановить закрытие центра реабилитации для слепых в Курской области? Пишет известный вам Юрий Самодуров. Занимаемся этим вопросом. Занимаемся. Это не единственный такой центр. Там есть одна проблема, связанная с административными всякими и, прежде всего, бюджетными делами. Занимаемся. В это вовлечен и Всероссийское общество слепых.
там есть проблема. Я надеюсь, что нам удастся как-то помочь ее решить. Игорь считает, что вы провалили программу десталинизации, поскольку нет никакого открытия архивов советской эпохи. Наоборот, идет массовое засекречивание, ну и в результате будет памятник жертвам, но зато закрытые архивы. Ну, во-первых, не закрытые архивы. Кстати говоря, очень хорошо, что сейчас Росархив переподчинили президенту, а не Министерству культуры, потому что Министерство культуры ставило вопрос вообще о ликвидации Росархива. Угу. Понимаете, там такие были ветры. Видимо, там была такая ведомственная битва между министром и службой. Да, там была, насколько я понимаю, большая битва, и победил в результате Росархив. Победил президент Российской Федерации. Спрятавшись под крылом у президента. А как насчет все-таки открытия архивов? Выпало это из вашей программы? Нет, это совершенно не выпало, наоборот. В концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий это положение есть. А практика? Секундочку. Значит, это положение есть. Эта концепция утверждена правительством Российской Федерации по поручению президента. Так что теперь это нормативный правовой акт. Его надо соблюдать. Для контроля за тем, как реализуется эта концепция, создана специальная межведомственная рабочая группа распоряжением президента Российской Федерации. И ее работой как раз занимаюсь я. А кто там из историков от гражданского общества? Кто-то есть? Ну, например, Арсений Борисович Рогинский, Никита Павлович Соколов, фамилии хорошие, академик Сахаров. А процесс другой. Отказы за отказами идут из архивов типа архива ФСБ, Министерства обороны. Практика в другую сторону идет. Вот как интересно. Почему-то у нас практика совершенно в другую сторону идет. Потому что буквально вот несколько дней назад мы вернулись из Свердловской области, и член нашего совета Сергей Владимирович Кривенко попросил, чтобы ему позволили работать в архиве ФСБ. По как раз архивным документам, связанным с политическими репрессиями на Урале. Когда все закончилось, он прислал мне письмо с просьбой написать главе управления ФСБ Свердловской области благодарность за те условия работы, которые были ему предоставлены. Ну, если у вас такое сильное лоббистское влияние в этих структурах, я вам пришлю целую когорту жалобщиков-историков. Пожалуйста. Которые пострадали, которым отказы даны и так далее. Хотя... Вы понимаете, ведь в Центральном архиве ФСБ нет даже описей в доступе, даже рассекреченных документов. Не засекреченных, а рассекреченных. То есть вам могут сказать, что такого документа нет, а он есть. Пригласите Василия Степановича Христофорова. Знаем мы такого человека. Он вам все расскажет. Это он вам расскажет, а к нам он не ногой, к сожалению. Ну, у нас он на всех заседаниях нашей и вот этой межведомственной рабочей группы по увековечению всегда присутствует, всегда участвует, и с их стороны мы как раз видим полное взаимодействие. Ну, только историки многие этого не видят. Хорошо, еще есть вопросы по поводу... Давайте разбираться конкретно. Давайте разбираться. Конкретно. Вот спрашивают про региональную службу по защите прав человека. По своему опыту общения с нижегородскими этими структурами, пишет мне дама, вижу, что их работа пустое переписывание бумаг, а не реальная помощь гражданам, чьи права нарушены. Разные, видимо, истории в разных регионах. Или, может, и вообще от этих правозащитников избавиться официальных? Деньги сэкономить. Вы вообще читали Конституцию Российской Федерации? Статья 2, знаете? Там написано: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Прекрасно. Но если есть структура, уважение, признание, соблюдение прав человека является обязанностью государства. Отлично. Потому что у нас государство по Конституции – это правозащитная структура. У нас Генпрокуратура по Конституции и по закону о прокуратуре – правозащитная организация. А вы хотите ликвидировать правозащитные государственные институты? Я не хочу, меня спрашивают об этом. Ну вот я вам скажу. Я считаю, что у нас есть институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Есть такие уполномоченные во всех регионах. И
Где-то они работают хорошо, где-то они работают хуже. Я, например, очень с высочайшим почтением отношусь к работе уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, в Свердловской области, в Пермском крае. Ладно, вы всех сейчас не перечислите. Ну, я просто знаю этих Хорошо. людей. Есть хорошие, наверное, есть не очень хорошие. Я просто вижу, как они работают. Хорошо. Вопрос, кстати, про уполномоченного. Должность это вакантная. Есть разные кандидаты. Есть или нет? Нет. Как? Нет. Фракция КПРФ предлагает Смолина, фракция «Справедливой России» Москалькову. Подождите. Это не кандидаты? Значит, я пока не видел, ну, может, просто я вот на ленту невнимательно посмотрел. слежу. Они уже выдвинули официально? Москалькову вот я только что увидел. Москалькова выдвинута официально? Вижу, что они ее предлагают. На фракции, по-моему, предложили. Понятно. Значит, понимаете, назначение уполномоченного по правам человека – это процедура, которая описана подробно в Федеральном конституционном законе об уполномоченном по правам человека. Значит, выдвинула на пост уполномоченного фракция «Справедливая Россия» Москалькову. Значит, вот одна генерала кандидатура, МВД. Да. Значит, одна депутата. кандидатура уже есть. Может быть, там еще... есть, например, люди, которые агитируют, чтобы снова вернуть Владимира Лукина. Ну вот это было предложение мое и многих членов Совета. Мы считаем, что это было бы правильным решением. Почему правильным? Он же уже был. Ну, был. Не молодой человек. Не молодой человек. Может быть, надо молодым дорогу, социальные Знаете, лифты. от добра не ищут. А то, что Владимир Петрович был прекрасным уполномоченным по правам человека, я думаю, с этим согласятся все. Что-то это выглядит, знаете, как человек посидел там 2 срока, а потом отошел там на какую-то должность. У нас такое тоже было. А потом опять туда же. Как-то не очень демократично. Кто же знал, что Элса Анна у нас будет назначена в Центральную избирательную комиссию? Это же было неизвестно, и она сама этого не знала. Поэтому Владимир Петрович, я думаю, 2 года назад совершенно спокойно, с спокойной душой простился с этим постом. И если бы ему сказали, что, а может быть, вы вернетесь, он бы сказал, да нет. Зачем? А он-то сам на ваше предложение как-то отреагировал? Это вопрос к нему. Давайте скажем так. Но вы за него я с ним этот вопрос обсуждал, и я считаю, что это было бы хорошее решение. А запасной кандидат у вас есть? Есть. Я думаю, что надо посмотреть среди региональных уполномоченных по правам человека. Потому что, понимаете, вот вы сейчас сказали там про Нижний Новгород, но... Это не я прочитал. Да, вы прочитали. Но вот я могу вам назвать фамилию Татьяна Ивановна Марголина, уполномоченная по правам человека в Пермском крае. Татьяна Георгиевна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области. Александр Васильевич Осокин, уполномоченный по правам человека в Республике Адыгея. Александр Владимирович Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге. Все это запасные кандидаты. Секундочку. Вам знакомы эти фамилии? Некоторые знакомы. Ну, видите, слава богу, хоть некоторые знакомы. Но наша аудитория широкая, она не знает, федеральная аудитория, она не знает просто этих людей. А они замечательные уполномоченные. Они прекрасные правозащитники. Просто прекрасные. Если кто-то из них будет предложен, это будет действительно очень хорошим делом. Кстати говоря, а если бы вам предложили пойти возглавить Центр избирком, вы бы согласились? Ну, понимаете, какая штука, такого предложения, слава богу, не было. А если бы не слава богу? Если было, я бы подумал. Но я думаю, что для того, чтобы возглавить Центр избирком, конечно, кандидатура Элсы Анны была абсолютно неожиданной, но очень удачной. А что, там можно что-то изменить принципиально? Фальсификации-то идут на местах? Я вам скажу, я давно понял, что очень многое зависит от личности. Очень многое. Человек может совершенно изменить всю обстановку вокруг себя. От человека очень многое, от конкретной личности. Я вам приведу простой пример. Вот я работал почти 5 лет послом России при ЮНЕСКО. И обратил внимание на то, какой огромный авторитет, какую огромную роль в ЮНЕСКО играет посол государства
Республики Бенин. Вы не на всякой карте найдете это африканское государство. Михаил Александрович, вы меня не агитируете. Мы знаем, что случилось человек... после замены Вишнякова на Чурова. Видели? Да, пожалуйста. Вот вам то же самое. Хорошо. Вопрос про журналистику. Вы этим делом много занимались. Простой вопрос. Почему скончалась четвертая власть? Точнее, почему власть убила журналистику? Ну, во-первых, я не считаю, что убита журналистика. Журналистика осталась, она жива. И если бы ее не было, то было бы как раз действительно очень плохо. Она, слава богу, есть. Она не в лучшем состоянии. С этим я не могу не согласиться. Значительно сократился формат свободы слова, например, на федеральных телеканалах, это безусловно. Но зато огромные просторы для свободы слова в интернете. В интернете, в социальных сетях, в частности. Вопрос как к юристу. Вы фильм НТВ про Касьянова видели? Это не вмешательство в частную жизнь? Нет, не видел. Ну, читали про это? Ну, я слышал про это, я телевизор смотрю крайне редко. Не хотите себя расстраивать? Ну, есть у меня представление просто о некоторой сангигиене. Хорошо, и что, не получается ли, что НТВ выступает в роли такой ОПГ и заслуживают некоторые люди за публикацию видео из частной жизни других людей наказания по имеющейся в Уголовном кодексе статьи? Кстати говоря, 6 лет лишения свободы. Ну, во-первых, есть для этого действительно законы, и есть возможность любого, кто недоволен выступлениями средств массовой информации, во-первых, обратиться в общественную коллегию по жалобам на прессу, которая существует уже больше 10 лет. Это во-первых. Остап Бендер говорил, можно обратиться в Лигу сексуальных реформ. Да, можно. Но там есть одно интересное правило у этой коллегии. Там, если человек обращается в эту коллегию, он дает подписку, что он не будет по данному поводу обращаться в суд или там, в прокуратуру, в какие-то другие административные органы. И в соответствующую редакцию СМИ, будь то телекомпания НТВ или какой-то издательский дом или какой-то интернет-портал, посылается такая черная метка с предложением принять участие в рассмотрении данной жалобы на заседании общественной коллегии по жалобам на прессу. И если эта редакция не откликается на такой призыв, то общественная коллегия рассматривает обращение, выносит свое решение, и в своем решении, как правило, пишет, что она освобождает заявителя от его обязательства по данному делу не обращаться в суд. И тогда для заявителя решение общественной коллегии по жалобам на прессу становится экспертным заключением. Или, во всяком случае, заключением специалистов. Тем более, что оно принимается не одним человеком, а коллегией. И в этой коллегии люди очень разных политических убеждений. Я вижу, вы талантливо нашли возможность уйти от осуждения действий телекомпании НТВ, вот, которая... Ну, я не могу осуждать то, что я не видел. Очень жаль. Ну и хорошо, значит, не видели. Но если вы спрашиваете, осуждаю ли я вмешательство в частную жизнь, конечно, осуждаю. Безусловно. Я просто не знаю, да, что там конкретно. Воспринимаете ли вы, спрашивает Мария, крымских татар как граждан России, что вы сделали для защиты их прав? Мы поднимали этот вопрос на встрече с президентом 1 октября прошлого года. И как результат? Перестали там убивать, похищать, давить? Нет. Мы поднимали этот вопрос не только на встрече с президентом, мы свои обращения направляли и в прокуратуру, и в Генеральную прокуратуру, в том числе по всем этим случаям, конкретно, по всем случаям, так. Пофамильно. А сама обстановка хотите там улучшилась, с вашей точки зрения, с соблюдением прав этих людей? Не готов ни подтвердить, ни опровергнуть. Для этого нужно спрашивать наших членов Совета, которые там бывают регулярно. И у нас есть специальная рабочая группа, которая занимается именно этой проблематикой. Ее возглавляет Николай Карлович Сванидзе и Максим Леонидович Шевченко. Вот они возглавляют эту рабочую группу,
и могут дать более подробную информацию о том, что они сделали, где они были, что они написали, к каким выводам они пришли. Нет, я прошу прощения, и Андрей Юрьевич Юров. Я благодарю Михаила Федотова за участие в нашей передаче и надеюсь, что, Михаил Александрович, вы будете к нам приходить не раз в 2,5 года, а немножко почаще. Вел передачу Приглашаете? Мы вас всегда приглашаем. Всего доброго. До свидания.